В местности Усть-Хатын отгремел Эсех Туймады. В этом году он собрал рекордные 230 тысяч гостей с разных уголков нашей необъятной страны. Как и годами ранее, на праздник Солнца и единения народа прибыли представители других стран. Среди почетных гостей генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Шиварадж Сайбан Манагири. Это мой первый визит в Республику Саакашвили. Я искренне рад быть здесь. Это праздник обновления, гармонии и благодарности природе. Он отражает ценности, которые близки к культурным традициям. На национальный праздник приехала и делегация Турции в составе 12 человек. Для них Эсех – это прежде всего знакомство с якутской культурой и традициями. Очень хороший и очень интересно для нас, потому что наш отец так праздник делают. Мы из Турции приехали, но мы забыл все. Когда мы здесь, наша душа очень хорошо чувствует. Я был в Якутии, и праздник первый раз для меня. Для якутян Эсех – это не просто праздник встречи лета и начала нового жизненного цикла, но и место общения со своими родственниками, отдыха души. Священная местность Усть-Хатын – территория, где происходит очищение души и единение с природой. После прохождения обряда Алгыс гостей ожидало долгожданное открытие праздника. На трибунах, что говорится, яблоку негде было упасть. 700 человек из творческих коллективов Якутии стали участниками открытия. Театрализованное действие сопровождалось игрой на хомусе, что еще раз подчеркивало единение якутян с природой. Актеры как птицы, алгысчиты как проводники между людьми и богами. Церемония открытия вобрала в себя мотивы из эпоса Аланхо. Действие началось с обрядов благословения. Окуривали от злых духов по традиции с использованием тлеющего пучка и сушеной травы. Любой человек, пришедший на священный праздник Эсех, проходит обряд очищения. Так он освобождается от дурных мыслей, а его помыслы становятся чистыми. Обряд проводят алгысчиты. Они, взмахивая руками, словно крылом птицы, направляют божественный дым на гостей, после чего читают молитву благословения. Она-то и отражает пожелания добра и дальнейшего процветания. Обряд очищения не единственный, на котором было построено открытие Эсеха Туймады. Традиционное окрепление земли кумысом провел глава Якутии Айсан Николаев. Согласно древнему героическому эпосу Аланхо, кормление духов местности и божеств, а также крапление белым напитком задабривает Аи. В этом году Эсех Туймады прошел под знаком Года единства народов России и Года культуры в Якутии. Поэтому, по задумке режиссера, после задабривания духов народ разных национальностей выбежал на поле для совместного танца осохой. Традиция, она жива, пока она развивается, и одновременно соблюдая каноны этого праздника, которому многие сотни, а некоторые говорят и тысячи лет, мы, с другой стороны, его развиваем, делаем его ближе, понятнее людям. И я очень рад, что на этом празднике с каждым годом все больше и больше молодежи, а значит, этот праздник будет жить еще многие-многие поколения. Ежегодно на Эсех женщины надевают халадаи с серебряными украшениями. При этом, по правилам, волосы должны быть убраны. На ноги принято надевать тарбаса – легкие сапоги из натуральной кожи. Мужской дресс-код предполагает камзол с национальным орнаментом или же легкую рубашку. Поверх них пояс с серебряными элементами, куда крепится якутский нож или деебир. Для меня это добрая традиция, для нашей семьи. Мы с супругой каждый год шьем обновляем национальные костюмы. Но в этом вопросе я полностью полагаюсь на свою супругу. Она
этим вопросом занимается очень тщательно. Она работает с этнографами, с дизайнерами, с молодыми нашими художниками, мастерами, да, мастерами художественных промыслов. И вот над нашими образами сегодня на самом деле работало очень много людей. И я рад, что у нас в Якутии много молодых, еще раз повторюсь, талантов, которые вот могут создавать такие реально костюмы, которые на самом деле, я считаю, являются символами наших народных традиций. Современное прочтение якутских орнаментов, отражение традиций и использование классических материалов. В Тусульге торгово-промышленной палаты Якутии в рамках ИСЭХа Туймады прошла конференция, посвященная креативным индустриям. Мудрость земли Олонхо дарят удачу, благополучие и процветание своему обладателю. Здесь сегодня у нас присутствуют гости из Китайской Народной Республики, поэтому конференция носит уже даже такой международный характер. У нас представители бизнеса со всего Дальнего Востока. Большой клуб дальневосточных предпринимателей приехал в гости. Мы из Китая, провинция Хэйлунцзян, город Харбин. 这次来到雅库茨克见了这么多好朋友，非常的高兴。 На этот раз по приглашению торгово-промышленной палаты мы поехали в Якутске. Видеть так много друзья, мы очень рады. 首先感谢萨哈雅库特共和国工商会主席玛丽娜女士。 Прежде всего, благодарить Марина, спасибо вам большое по приглашению. Главными героями конференции были креативные предприниматели со своими смелыми идеями. Своим опытом для них делились приглашенные гости из других регионов. И спикеры из Москвы, из Санкт-Петербурга. То есть это хорошая такая площадка для общения и для развития именно креативных индустрий, предпринимательства в сфере креатива. И мы вот делаем все, что можем для того, чтобы нашим предпринимателям было легко и комфортно развиваться, общаться. Мы такая площадка именно вот для этих целей. На празднике все желающие могли приобрести якутские национальные изделия, такие как украшения, сумки, ремни, а также олбох – традиционную якутскую мягкую подстилку с национальным орнаментом. В каждом ковре есть особый смысл, который кроется и передается за счет наших предков. В этом году программа ИСЭХа включала свыше 100 событий на 20 различных локациях. Одним из них стал конкурс кузнецов, который собрал мастеров со всей Якутии. Выявляли сильнейших сразу в 5 номинациях. Якутский нож, хоттохон, молодые последователи традиций. Художественный якутский нож, художественное изделие из железа, хамус Туймады. Для меня, наверное, самое сложное сковать нож и сделать рукоятку. Она у меня иногда кривой получается, поэтому приходится переделывать много раз. Как начала сама делать ножи, вот с тех пор и участвую. Ну, вообще начала заниматься этим, что участвую в таких конкурсах. Древние традиции пересекаются с современными технологиями. На площадке ИСЭХа Туймады развернулась выставка «Саха-инновации». Вот уже 14-й год якутские разработчики демонстрируют проекты в сфере технологий и производства. Почему все сюда хотят попасть? Потому что, во-первых, посещает выставку больше 10 тысяч человек за день. Да, и посещают гости иностранные различные. А во-вторых, население смотрит и потом, конечно, внедряет это в жизнь. Фестиваль мастеров художественной обработки объединил участников из Якутии и Новосибирской области. Среди изделий иконы, декоративные изделия, расчески и работы по мотивам якутского эпоса. Очень высокий уровень мастеров, они у нас молодцы, якутские мастера. Мы также участвуем в празднике топора, и ваши мастера всегда каждый год приезжают к нам на фестиваль, занимают очень высокие места. ИСЭХ Туймады – это место, где решаются вопросы о дальнейшем сотрудничестве между Якутией и ведущими организациями России. Во время праздника также заключаются соглашения с другими странами. В этом году были проведены переговоры и с известным музеем Санкт-Петербурга Кунсткамерой. Сотрудничество поспособствует сохранению и популяризации якутской культуры. Для наших ученых это даст возможность
к созданию новых проектов. Сегодняшняя якутская культура и культура соседних по Якутии народов, она очень богата адаптивностью, богата вот этой сильной выразительностью, в том числе духовностью, чего стоит одни Аланхо, чего стоит вот этот многобожие, великолепный пантеон, к которому сегодня обращаются. Вы посмотрите, сегодня ведущей силой, духом является бог коней, отец коней. Замечательно. Бог орел. И далее следующий пантеон. Это все дышит вот этой землей, вот этой красивой, сложной, выразительной природы. Среди гостей праздника художники из Москвы. Они приехали в Якутию, чтобы запечатлеть ее природу и культуру. Живописец Владимир Анисимов прямо во время церемонии открытия работал над этюдом. Для него это первое знакомство с нашей республикой. Я потрясен. Я такого не видел никогда в жизни. Вот представляете, ушел бы я из жизни, умер бы, и вот этого не увидел, зря жил. Праздник высоко оценили и жители республики, которые ежегодно приезжают на Эсэх Туймады. По их словам, праздник каждый раз сохраняет масштабность и зрелищность. Прошло очень красивое открытие. Мы присутствовали, чему очень рады. Да, очень понравился. В нынешнем году очень так эффектно, необычно. Пусть будут все здоровы, счастливы. Всем счастья. Без преувеличения вся республика следила за играми Дыгына. Состязание по национальному многоборью проводится на Эсэхе Туймады давно. Из года в год соревнования становятся все масштабнее и зрелищнее. По итогам отборочных турниров на центральную Тусульге вышли 16 сильнейших многоборцев республики. В ходе напряженной борьбы в 7 традиционных видах спорта триумфатором игр стал кабайский ботор Артем Дьяконов. Стать чемпионом в каком-либо спорте и выбрал этот национальный вид спорта игры Дыгына. И вот через 4 года участия занял первое место. Я очень рад. Для меня этот год был самым тяжелым годом. Очень много трудностей было. И в тренировках тоже очень много было трудностей. В целом жизни, в учебе тоже. Каждый год количество гостей Эсэха Туймады растет. Если в прошлом году праздник посетили свыше 210 тысяч, то в 2026 году их количество превысило 230 тысяч. Этот праздник сегодня объединяет не только один народ Саха, он объединяет все народы, которые живут на территории Якутии и далеко за ее пределами. Многие приезжают сюда из-за рубежа, и это на самом деле справедливо, потому что это праздник, как раз, который призван объединять людей, призван сплачивать людей. Мы просим, чтобы были у людей мир, добро, благополучие, благоденствие. И уверен, что вот эти слова, они доходят. Священный праздник Эсэх традиционно объединяет сотни тысяч людей. День встречи лета уже давно вышел за пределы нашей родной республики. Он по праву стал настоящей визитной карточкой Якутии.